В эфире новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. В России до 2038 года будет построено более 2000 новых судов. На создание почти 360 из них уже заключены контракты. Туман. Время повышенной осторожности на дорогах. В связи с ухудшением погодных условий госавтоинспекция проводит профилактические рейды на дорогах. В Алекминске вручили ключи от новых квартир. Работа ведется в рамках программы переселения из аварийного жилья. 2026 год в Якутии объявили годом культуры. Целью этого года станет сохранение нашего культурно-исторического наследия, развитие в духе времени творческого потенциала, культуры и искусства, повышение культурного уровня каждого жителя республики, нашего подрастающего поколения. Глава Якутии напомнил, что за последние годы в республике создана целая сеть современных центров культуры. Все они должны стать центрами общественной жизни, местом просвещения, творчества и самовыражения якутян. Асен Сергеевич Николаев объявил наступающий 26-й год годом культуры в Республике Саха-Якутия. Надо отметить, что в будущем году, в 26-м году, у нас в Ваймяконском улусе планируется проекты по ремонту объектов дополнительного образования и строительство нового культурно-спортивного комплекса в поселке Тирют, Тирютского наследия. Потому я думаю, что вот для нас этот будущий год, который мы объявили и который объявил глава Александр Савельевич годом культуры и традиций в Ваймяконском улусе, мы его подведем с большими результатами. Новости с моря. В России до 2038 года будет построено более 2000 новых судов. На создание почти 360 из них уже заключены контракты. Такие цифры следуют из обновленного плана гражданского судостроения. Наконец, ноября этого года к работе были допущены более 70 кораблей. На данный момент обеспечено строительство 111 грузовых судов для плавания по морским и речным путям. Их стоимость оценивается в 123 миллиарда рублей. Отмечу, что в декабре этого года правительство урезало их финансирование в 2 раза до 135 миллиардов. А вот строительство железнодорожной линии Нижний Бестях-Магадан является одним из ключевых направлений проекта по созданию северо-восточного транспортного коридора Российской Федерации. Подробности далее. В Магадане состоялось заседание совместной рабочей группы по строительству железнодорожной линии Нижний Бестях-Магадан. Делегация нашей республики под руководством генерального директора компании «Железные дороги Якутии» Василия Шимохина обсудила в нем ключевые аспекты реализации проекта строительства транспортной инфраструктуры. Был очень заинтересованный разговор со стороны и предприятий Магаданской области, и правительства Магаданской области. Результатом этих переговоров остались, во-первых, контакты, во-вторых, возможности уже сегодня части перенаправления груза через Нижний Бестях. Поездка в Магадан была очень плодотворной и полезной и для Магаданской области, и для нас, как для железнодорожников. Экономическое обоснование проекта – это богатство недр. В зоне будущей железнодорожной линии расположено более 140 месторождений полезных ископаемых. Строительство железной дороги до Магадана мы предусматриваем в 3 этапа. Первым этапом строительства от Нижнего Бестяха до поселка Хандыга с пересечением реки Алдан в районе поселка Хандыга мостовым переходом в совмещенном исполнении. Мы предусматриваем строительство мостового перехода в створе с автомобильной дорогой. Значит, вторым этапом предусматривается строительство от Хандыги до Сусумана, ну и конечным этапом, третьим, от Сусумана до Магадана. Общая протяженность линии мы видим 1629 километров. Мы сейчас глубоко погружены в первый этап Нижний Бестях-Хандыга протяженностью 375 километров. Компания «Железные дороги Якутии», ежегодно увеличивая экономическую эффективность, с уверенностью начинает этот проект, который позволит создать надежную логистическую артерию на востоке России. Власий Сергеев, Анатолий Гоголев, Магадан, Якутск.
течение года в Мегино-Кангаласском районе произошло 32 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, где погибло 9 человек. Эти цифры подчеркивают необходимость повышения внимательности на дорогах и соблюдения правил дорожного движения. ГАИ предупреждает: туман, время повышенной осторожности на дорогах. В связи с ухудшением погодных условий госавтоинспекция по Мегино-Кангаласскому району проводит профилактические рейды на дорогах. Отделение госавтоинспекции по Мегино-Кангаласскому району переходит в усиленный режим наряда. И, уважаемые водители, соблюдаем скоростной режим и дистанцию. И просим вас воздержаться от дальних поездок. И если собрались в дальнюю поездку, помогаем друг другу в связи с погодными условиями. До Нового года осталось чуть больше 10 дней, поэтому вручение ключей для 55 жителей стало настоящим новогодним подарком. Все больше квадратных метров переходит своим законным владельцам. Это стало возможным по реализации национального проекта переселения из ветхого и аварийного жилья. Говорят, под Новый год, что не загадается, то всегда произойдет. Все всегда сбывается. Внуки пришли посмотреть бабушкину квартиру. Интересно, какие же желания загадывали новоселы на улице Строда, 31. Сегодня у них памятный день вручения ключей. Настроение сегодня? Ой, очень замечательно. У меня даже тревога такая внутри. Вообще довольная, что получила квартиру наконец-то. А сколько ждали? Ой, 6 лет. Как жили вот до этого? Ну, всякое разно приходилось, конечно. На улице изрядно подморозило, и новоселов чествовали в Центре культуры «Гармония». Поздравляем и вручаем вам символический ключ от вашего дома, от квартиры. Поздравляем! Знаковое событие не захотел пропустить кот Саша. Он приехал за ключами вместе с хозяевами. Ух ты! Многие сразу же после церемонии отправились в свои новые квартиры. Осмотреться, мысленно расставить мебель. Ой, конечно, впечатление. Просто слов нет. Хорошо? Очень хорошо, конечно, намного лучше, чем там жили уже аварийное жилье. До ужаса, просто аварийное жилье называется. У вас ребенок, да, по-моему? Дочка. Будет жить в отдельной комнате? Отдельная комната. До этого она жила, у нас была перегородка, и у нее там не было окна. И она говорила: я живу как в чулане, как Гарри Поттер, без окна. Теперь у ребенка будет свое окно. Впереди много приятных хлопот. Строда 31 мы заселяем дом, выдали ключи. Это 4500 квадратных метров жилого помещения, 55 квартир по переселению. Именно в этом доме 55 квартир по переселению. Сейчас именно прошлись, посмотрели, как жители рады новому жилью. В доме очень хорошо, уютно, тепло, сухо. Все, что нужно, имеется. Водопровод, электричество, все моменты здесь предусмотрены, все работает, все проверялось, все нормально. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Искусственный интеллект продолжает свое внедрение в жизнь людей. Теперь его планируют задействовать и в обучении, согласно подготовленным предложениям Госдумы. К новым отечественным технологиям хотят подключить школы, колледжи и вузы. Для них будут разработаны четкие правила использования искусственного интеллекта для генерации информации в процессе научной и учебной деятельности. Кроме того, будут созданы программы повышения квалификации педагогов и преподавателей для работы с нейросетями. Важное событие для здравоохранения всей республики. В республиканской больнице номер 1 состоялось открытие круглосуточного консультативного центра по лучевой диагностике. Новый центр будет предоставлять экспертные заключения врачей и рентген-исследования для жителей отдаленных районов Якутии, где отсутствуют необходимые специалисты. Оснащенный современным оборудованием, он позволит проводить высокоточные исследования и быстро получать результаты. Кроме того, здесь будет создан архив рентгеновских снимков, который будет способствовать дальнейшему развитию медицины в регионе.
Мы работаем на одной цифровой платформе, где в режиме реального времени поступают снимки, и мы сразу же в течение реального времени описываем эти снимки, и заключение возвращается сразу же в те районы, откуда поступила заявка на описание рентген-снимков и получевой диагностики. И, конечно, вот здесь учебно-методическая помощь будет направлена на именно повышение квалификации. Якутский государственный музей имени Емельяна Ярославского завершил проект «Не померкнут эти дни». В его рамках был проведен ряд выставок, повествующих о страшных днях Великой Отечественной войны. Основой стали медали, личные вещи солдат, фронтовые письма и, конечно же, пронзительные истории участников тех лет. В честь закрытия проекта Якутский государственный музей отметил людей, внесших вклад в создание выставок. Кроме того, сотрудники поделились планами на будущий год, который объявлен Годом единства народов России и Годом культуры в Якутии. Это не просто череда выставок. Выставок было около 20, и 3 виртуальные выставки. Это стало действительно значимым событием, историко-культурным событием в республике, потому что нас посетило больше 150 тысяч человек. Это были не просто выставки, это были музейные лекции, музейные встречи, встречи с потомками, встречи с участниками этих событий. Сегодня в детской балетной школе прошла презентация книги, посвященной 101-летию первой якутской балерины и педагогу Аксении Посельской. Книга была издана еще в августе тиражом 100 экземпляров. Она состоит из 3 частей, включает материалы о творческой деятельности, жизненном пути и профессиональном становлении балерины. В издание также вошли и воспоминания ее родственников, учеников и земляков. Отдельной особенностью издания стали QR-коды, с помощью которых читатели могут познакомиться с дополнительными материалами, связанными с ее творчеством. На презентации также со своим стихотворением, посвященным балерине, выступила народная писательница Наталья Михалева-Сая. На основе этого вышла песня и видеоклип с участием семьи и учеников Посельской. Была педагогом, репетитором, первым руководителем. Книга очень содержательная, качественная. И мы, как вот упомянули выше, планируем, чтобы вот эта книга была настольной книгой молодых руководителей, которые вот хотят воплотить свои проекты в жизнь, как наша вот Аксения Васильевна. И, конечно же, эта книга должна быть в каждой библиотеке сельских школ, школьных библиотек. Это были все новости к этому часу. Мы продолжаем следить за развитием событий. До встречи в итоговом выпуске новостей.